Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется новыми выявленными случаями в количестве 95 в целом по республике. Основное количество случаев, 59, выявлено в столице нашей республики. 6 случаев в Мигно-Кангаласском, 5 в Вилюйском, по 4 случая в Мирнинском, Нерюнгринском и Авино-Бытантайском. Особое внимание еще раз обращаю на Авино-Бытантайский улус, который, к сожалению, у нас достаточно долго являлся чистым улусом, но в последнее время мы усилили там и, соответственно, медицинское обеспечение, и, соответственно, все меры по тому, чтобы ковид не распространялся дальше. По 3 случая зарегистрированы в Хангаласском и Чурапчинском улусе, по 2 случая в Алданском, Намском, Усть-Алданском и 1 случай в Устьянском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на карте появился ковидной карте достаточно долго стоящий чистым Устьянский улус. Основной завоз, основная инфекция, основной вирус у нас приходит в результате завоза. В связи с чем необходимо оперативным штабам районов и самим гражданам достаточно четко отслеживать свое поведение в вопросах передвижения и, соответственно, распространения инфекции. За сутки лабораториями республики проведено 3239 исследований. Всего с начала пандемии в республике у нас обработано 1 175 950 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера был издан указ главы республики, по которому режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года, продлен по 15 июля 2021 года. Относительно продления режима необходимо обратить внимание на то, что у нас сохраняются все ограничения, которые действуют, однако вводится ряд новых ограничений. Одно из них направлено на то, что в аэропортах Республики Саха-Якутия, таких как Якутск, Мирный и Удачный, это сегодня те аэропорты, которые принимают иногородние рейсы, будет производиться термометрия прибывающих и сведения о гражданах с температурой выше 37,1 градуса направляться в Роспотребнадзор и медицинские организации. В связи с этим гражданам, которые, соответственно, будет после прилета соответствующий вызов или звонок с Роспотребнадзора или медицинской организации, хотелось бы обратить ваше внимание, это связано с тем, что термометрия может показать повышение температуры. Второй момент, связанный с ограничением, он связан с защитой наших детей. Вы знаете, что в республике установлен ряд мероприятий, направленных на защиту детей до тех пор, пока не будет начата процедура вакцинации детей. А на настоящий момент проводятся исследования, направленные на то, чтобы вакцина распространялась и на детей. Поэтому в целях защиты детей с указом установлено: дети до возраста до 14 лет не допускаются к самостоятельному посещению торговых центров, рынков, предприятий общественного питания без сопровождения взрослых. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы непосредственно подконтрольность детей, по сути дела, тоже не давала возможности распространения вируса. К сожалению, в ряде лагерей, которые открываются на территории Республики Саха-Якутия, фиксируются случаи заражения детей, и соответствующие меры Министерство образования принимает. Вы знаете, что в ближайшее время на территории республики пройдут 2 мероприятия, которые идут по особой установке по указу главы Республики Саха-Якутия с оговоркой и соблюдением санитарных протоколов, которые подписаны на территории. В связи с чем общее правило, существующее для проведения ИСХ, Ланхо и, соответственно, игр Манчары, является вакцинирование и участников, и населения территории там, где это осуществляется. В республике продолжается вакцинация населения. На 25 июня 2021 года в республику уже поступило 214 117 доз вакцин. Провакцинировали мы по 198 тысяч, у нас провакцинировалось 70 человек. Использовано 92% от общего числа вакцины, поступившей в республику. Но только что нам сообщили, что поступило еще дополнительно 6600 доз вакцин. Основная вакцина, которая непосредственно есть в медицинских учреждениях республики, это вакцина «Спутник». Необходимо обратить внимание на то, что еще раз обращаем внимание на граждан Республики Саха-Якутия.
начинается пора летних отпусков. Ряд субъектов Российской Федерации объявляет об определенного рода ограничительных мероприятиях на территории своих субъектов. В основном все ограничительные мероприятия сегодня в Российской Федерации связаны с наличием вакцинирования и соответствующего сертификата или QR-кода. В связи с этим при планировании своих отпусков, при планировании того места, куда вы собираетесь, соответственно, в отпуск, в обязательном порядке посмотрите действующие на этой территории правила и ограничения в целях того, чтобы не допускать, в последующем проблем, которые будут связаны с недопуском на эти территории, либо с необходимостью разрешения ситуации в ином порядке. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в адрес оперативного штаба главы республики, правительства поступает достаточно большое количество обращений, связанных с иными порядками работы общепита. И, соответственно, вы знаете, что у нас общепит находится на ограничениях, которые устанавливают ограничения по их времени работы. На настоящий момент, с предпринимательским сообществом проведены соответствующие консультации, после чего, будет, в том числе согласованный с РПН, издан указ о порядке работы организации общепита.